Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Напрыканцы кастрычніка ў Гомелі прайшоў першы форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны, у працы якога ўзялі ўдзел кіраўнікі двух краін Александр Лукашенко і Пётр Порошенко. Правялі перамовы пра тое, у якім стане сёння знаходзяцца двухбаковыя адносіны, як стасуюцца Беларусь і Украіна, якія ёсць праблемы, якія ёсць поспехі. Мы гаворым сёння з надзвычайным і паўнамоцным паслом Украіны ў Беларусі Ігорем Кизимом. Добрый день, спадар пасол. Добрый день. Я адразу попрошу вас, калі вам не складана гаварыць па-руску, адказваць на мае пытанні. Справа ў тым, што, на жаль, не ўсе пакуль разумеюць украінскую мову так добра, як на Єврорадіо. Добре, але під час форуму, як так президент наш говорив українською, всі добре розуміли. А я понимаю, что, наверное, лучше все-таки говорить по-русски, и я буду говорить по-русски для того, чтобы был, значит, более понятен вашим слухачам, которых я тоже приветствую в этой студии. Спасибо. Игорь Юрьевич, давайте пачнем з такога пытання. Я ведаю, што вы вось буквально колькі дзён таму былі ў Гомельскай вобласці, у Довску, і там прынялі ўдзел у цырымоніі адкрыцця і асвячэння адноўленага Хрыста памяці ахвярам Галадамору. У Гомелі невялічкае мястэчка. Чаму так важна было вось гэтая падзея, чаму сам посол брал удел у гэтым мероприемстве? Ну, начнем с того, что у нас в этом году, вы знаете, мы отмечаем 85 лет это трагическому событию, голоду в Украине, который у нас по законодательству называется Голодомор. Ну, это большой голод, который был в 1932-1933 году, и во время которого, ну, по разным оценкам, умерло от 4,5 до 10 до 7 миллионов человек. Это страшная цифра, конечно, но тем не менее оперирует цифры, где порядка 4 миллиона. И этот крест, это, который мы, действительно правильно сказала, возобновили силами посольства и украинской громады, он, в общем-то, символизирует скорее и сам поставленный жертвам Голодомора, но скорее и ту помощь, которую простые белорусы в то время оказывали украинцам, голодающим, которые незаконно, нарушая правила, заслоны НКВД, приходили в Беларусь для того, чтобы получить какую-то еду, получить какую-то помощь и таким образом выжить. И это, собственно говоря, история одной семьи, которая в такой путь сделала порядка 600 километров вдоль Днепра, поднялась вверх по Днепру и попала в село недалеко от Довска, где сейчас находится Довск, Культищи. И, собственно говоря, благодаря этому эта семья, эти мама и две дочки, они выжили. И в память об этом их потомники в 2003 году пришли в это место и просто решили так бы отблагодарить и поставить памятный знак. Этот крест символизирует прежде всего помощь белорусского народа, украинцам, которые выжили. Но время шло, крест был немножко деревянный, он испортился с временем. И поэтому в этом году мы силами посольства и украинской громады решили восстановить его. Мы выковали этот крест на территории Украины, привезли его. И вот, собственно говоря, в преддверии Всемирного дня поминовения жертв Голодомора, который будет в последнюю субботу листопада, ноября месяца, мы поехали в Довск, и с благословения и настоятеля церкви, и протоиерея мы просто этот крест установили на территории Свято-Покровского церкви, вот, которая там стоит на перепутье дорог, вот, которые, в общем-то, идут с Рогачева и на Гомель, там, в общем, перекрестие получается. Это небольшой городок, но еще это главное не то, где он стоит, а что это есть, пожалуй, единственный символ, во-первых, трагедии в Украине и символ помощи в данном случае. Поэтому и я там был, и как человек, который не мог не поддержать эту инициативу, скажем так, и откликнуться на предложение их громады, украинцев, которые здесь. Да, и вообще просто показать все-таки, что это еще один элемент настоящего братской дружбы между нашими народами. Я вернуся до форуму региона, который прошел у Гомелі.
не будем уже там у такія падрабязнасці, але ведаем, што там было заключана вельмі шмат двухбаковых контрактаў на вялікія сумы грошай. Вядома, што для Беларусі грошы зараз вельмі важна. Контракты, пастаўкі, ну, как бы бізнес ёсць бізнес, як кажуць. А для Украіны, вот кажуць асобныя эксперты, з боку Беларусі галоўнае пытанне бяспекі. Все ж таки, на сённяшні дзень у взаимоотносинах паміж Украиной и Беларусью, вот для Украины, что найбольш важно? Экономичные чынники, ці вот пытанне бяспекі? Ну, для меня, как посла, здесь важно и то, и другое, но я думаю, что все-таки в данном случае вопрос безопасности северной границы для Украины, наверное, все-таки должен приоритетом быть сегодня. Потому что бизнес, развитие экономических отношений, это развивается, как правило, само собой и не всегда зависит даже от отношений между государствами. А что касается безопасности, и это все полностью ответственность лежит на государствах, на государственном аппарате, на руководителях, которые управляют армией, сектором безопасности и контролируют, в общем-то, границы, по большому счету. Это своя сфера, которая лежит в ответственности государства, государственных органах. И поэтому с точки зрения государственности, как я есть государственный чиновник, я ставлю на первое место все-таки это в отношениях. Вот. Что касается бизнеса, конечно, это большое подспорье для того, чтобы эта безопасность была. Потому что никто не будет нарушать какие-то вопросы, границы, далее, если хочет, чтобы бизнес продлевался, развивался успешно и был успешным для обеих сторон. Вот поэтому я бы, наверное, все-таки дал приоритет безопасности, вопросам безопасности. Для нас это очень важно. И вы помните, что и президент наш четко об этом сказал, что мы доверяем Лукашенко, в данном случае президенту Лукашенко, и его обещаниям, который сказал, что граница северная граница Украины с Беларусью будет всегда граница мира и сотрудничества. И с тех оповещаний, во всяком случае, на мою бытность, когда это прозвучало еще 1,5 года назад в Лясковиче, первый раз я это слышал, она остается граница мира и добра. Прэзідэнты, што ваш, што наш, яны палітыкі, яны кажуць тое, што хацелі бы і чуць і людзі, і тое, што, ну, хацелася б, каб яно так і было. Тым не менш, я чытаю выказванні экспертаў украінскіх, і шмат хто выказвае ўсё ж такі да гэтага часу апасенні, што вот з беларускага боку могуць там нейкія расійскія салдаты, дыверсійныя групы, а то і, можа быць, масіраваная атака на Украіну пайсці. Вы вот знаходзішся тут, вывучаючы сітуацыю, вот ваше ставленне, вот есть все ж таки небяспека такая, ці нема канчатковая? Наверное, я должен сначала сказать мое отношение к экспертам, которые это высказывают. Понимаете, экспертная среда, она настолько разношерстная, и высказывать всякие предположения, какие только могут. Но я скажу честно, что я среди экспертов видел вообще-то неадекватных людей некоторых, которые до конца не понимают, что происходит. Я не хочу говорить про тех экспертов, которые действительно занимаются в Беларуси, серьезно анализируют наши украинско-белорусские отношения, но с точки зрения государственного чиновника я не слышал заявления, которые подобные, которые вы сейчас назвали. Что касается экспертной среды, это немножко другой вопрос. Я не буду говорить даже о своих предшественниках, которые послами здесь некоторые были, они продолжают до сих пор жить временами теми, которые они здесь были, и что-то кого-то там говорить вещи. На мое приканание, как говорят, да, в принципе, сейчас у нас в этом отношении, я не вижу на теперешний момент каких-то загроз, ну, скажем так, военного характера, что ли, да, если начнем, или беспекового характера со стороны Белоруссии. Это было четко заявлено и нашим президентом, в общем-то, и мы в этом русле все и работаем. Что касается других экспертных цен, которые делают и здесь, и там, ну, давайте оставим их на совести экспертов. Давайте все-таки смотреть, что заявляют государственные органы. А самое главное, мы должны смотреть по тем действиям, которые делаются и с той, и с другой стороны. Ну, вы ж вот як посол, вывучаючую ситуацию, накіроўваеце свае, ну, скажем так, свае высновы на Киев. Да, конечно, любое посольство этим занимается, работает, оно собирает информацию, анализирует ее и, естественно, выдает предложение, определенную стратегическую линию какую-то вырабатывает. Ну, в этом тренде мы, собственно, работаем. Наверное, поэтому и выступление президента было довольно позитивно в этом плане. Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. У нас у гостях надзвычайны паўнамоцны посол Украины у Беларусі Ігор Кізім. Працягнем праз 3 хвіліны пасля кароткага выпуску навінаў. Еврорадио. Мы першее рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еврорадио.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, студыя Ольга Міцкевіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Сёння ў Мінску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі прайшла прэс-канферэнцыя Ганны Красулінай, якую ўлады высылаюць з Беларусі. Красуліна, як высветлілася, грамадзянка Расійскай Федэрацыі, жыве ў нашай краіне з 2002 года, а з 2011 яна прэс-сакратар аб'яднанай грамадзянскай партыі. Красуліна абавязаная пакінуць Беларусь да 30 лістапада на тэрмін 1 год. У пашпарт ужо паставілі адпаведны штамп. У аддзеле па грамадзянстве і міграцыі Маскоўскага раёна сталіцы спаслаліся на 3 адміністратыўныя правапарушэнні, якія яна дапусціла. 2 з іх – гэта ўдзел у несанкцыянаваных масавых акцыях. Яшчэ адно правапарушэнне – штраф за неаплачаны своечасовы праезд у аўтобусе. У Мінску развіталіся з вядомым кампазітарам, народным артыстам Беларусі Ігорам Лучанком. Ён памёр у панядзелак на 81 годзе жыцця. Сёння на жалобную цырымонію ў Цэнтральны дом афіцэраў прыйшлі тысячы беларусаў. Пахаванне пройдзе на маскоўскіх могілках сталіцы. На нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Культура» можна паслухаць музычныя хіты культавага кампазітара. Сёння каля 11 гадзіне ў Калінкавіцкім раёне адбылася аўтааварыя, у якой загінулі 5 жанчын. На 176-м кіламетры трасы М10 малакавоз сутыкнуўся з мікрааўтобусам «Фольксваген». Усе загінулі, і гэта пасажыры мікрааўтобуса. Кіроўца мікрааўтобуса атрымаў траўмы, ён у рэанімацыі, а кіроўца МАЗа не пацярпеў. Мяркуецца, што прычынай аўтааварыі сталі складаныя умовы надвор'я. На аўтадарозе быў снег. Следчы камітэт мяркуе, што мікрааўтобус выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе адбылося сутыкненне. Госць эфіра Еўрарадыё надзвычайны паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі Ігор Кізім. Свае пытанні спадару паслу можаце задаваць у нашых акаунтах у соцсетках. Паёк салдат у Беларусі каштуе танней, чым ежа зняволенага. На харчаванне для салдат тэрміновай службы на наступным годзе плануецца выдаткаваць 45 мільёнаў рублёў. Гэта вынікае з тэндара, абвешчанага Міністэрствам абароны. Ці сапраўды гэта так, слухайце ў сённяшняй праграме «Еўразум» о 18 гадзіне. Ольга Міцкевіч, служба інфармацыі. Eurorado.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Мой сённяшні госць, надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі Ігор Кізім. Ігор Юрьевич, все ж таки гэты форум рэгіёнаў у Гомеле адным словом, вот як бы вы яго обозначили, описали? Я бы сказал, самое главное слово – это успех. Успех даже в том, что он состоялся. Я не буду говорить все детали, но там были вопросы и по его проведению, по организации. Я очень рад, что эта инициатива наших президентов, она была реализована, материализована и сделана почти что вовремя, скажем так. И это первое. И второе, само проведение форума – это успех, что первый. И второе – это то, что действительно был очень такой серьезный деловой разговор, который и привел к подписанию и открытых контрактов. А самое главное, что руководители регионов еще друг друга увидели, как говорится, в лесу, пожали друг другу руки. И очевидно, что дальнейшее их сотрудничество будет более продуктивно хотя бы потому, что они лично друг друга знали. Мне это радует. Я почитал такое вот меркаванне, скажем так, изноўку вот, да экспертаў звяртаемся, што, маўляў, буквально накануне правядзення гэтага форума міністр замежных спраў Украіны спадар Клімкін параіў украінцам не ехаць у Беларусь, бо тут нібыта небяспека ёсць, іх могуць скрасці, адвесці, і яны апынуцца дзе-нибудь там у падвалах ФСБ ў Расіі, ці яшчэ што-нибудь здарыцца, і гэтак далей. І, маўляў, напісалі, можа быць, таму да сярэдзіны дня 25 кастрычніка з адміністрацыі Парашенка не было адказу, будзе Парашенка на форуме ці не будзе. Ці правда, ці не? Былі вот нейкія складанасці, ці нейкія такія падводныя камяні падчас вот падрыхтоўкі гэтага форуму? Я скажу, нет, сразу не было никаких подводных камней. Присутствие президента было запланировано с самого начала, еще когда говорили об этом. На всяком случае, я серьезно об этом говорил, пребывая на совещании послов в августе месяце в Украине. И вопрос там не стоял, едет, не едет, такого просто не было. Поэтому никаких там подводных камней, присутствия и так далее, там этого не было. Проблема была наполнение этого форума, и там проблема больше всего была собрать именно делегации с регионов собрать. Довольно сложно. У нас 25 областей.
и собрать вот эти делегации, как-то скомпоновать и сделать форум действительно наполненный, насыщенный какими-то контрактами, какими-то событиями, соглашениями. Вот это была главная, наверное, проблема. Потому что в Беларуси немножко легче это делать. Но, во-первых, хотя бы потому, что здесь только 6 областей у вас. Ну, и это плюс была еще проблема. административный ресурс. Плюс административный ресурс. У нас действительно больше свободы имеет руководитель региона, и это трудно убедить руководителя региона приехать сюда, если не видит, как у нас добавленной стоимости, да, от этого визита и так далее, и так далее. То есть нужно было искать, нужно было убеждать и работать, самое главное, над этим, что видеть перспективы в стране, с которой у нас, один из самых больших товарооборотов. В этом году мы выйдем, я думаю, на более чем 5 миллиардов долларов. Это большой показатель. Мы, конечно, еще отстаем от тех цифр, которые были у нас раньше, но уже не намного. Мы намного ближе к тем цифрам, которые были у нас там, в 2012-2013 году. И даже за эти 1,5-2 года мы приблизились уже к этим цифрам, реально стали, во всяком случае, достичь этого уровня товарооборота. Это, наверное, главное, потому что приехать просто посмотреть друг другу в глаза, это хорошо, но все-таки это не главное. Нужно все-таки потом оправдать свою поездку перед своими людьми, регионы, в которых ты живешь, действительно строить какие-то настоящие, серьезные, прагматичные планы, достижение каких будет способствовать улучшению жизни людей в этих регионах. Собственно, для этого и мы все работаем, чтобы обыкновенный человек почувствовал пользу от всего этого. Вот. И, в конце концов, венцом этого, конечно, была встреча президентов наших, которые, в общем, благословили это, так сказать, начинание. Я хочу сказать, что именно первый форум, в общем-то, поэтому тут самое трудное его было делать именно первым. Потому что всегда второе, третье уже будет легче, и, я думаю, более насыщенно. Уже будет программа, уже будем знать, как делать, какие недостатки были. То есть это будет отшлифовываться уже. И где-то на второй форум эти все ошибки будут учтены, и он будет более успешно даже, чем этот. Хотя еще раз повторю, что вот для меня главное слово, которое характеризовать мог бы этот форум, это слово «успех». Я учора размаўляў з беларускімі экспертамі і цікавіўся іх меркаваннем, якія зараз у нас адносіны паміж Беларусі і Украіны. І яны кажуць, што прарыў, да прыкладу, калі браць эканоміку, то Украіна пусціла беларускіх вытворцаў, назовем это так, каб мы маглі распрацоўваць нафтавыя, нейкія газавыя радовішчы ва ўкраіне. Ваше описание, вот все ж таки на якім узроўні сёння наши адносіны знаходзяцца? Я думаю, что у нас сейчас наблюдается позитивная динамика, которая выражается и в цифрах конкретных, что у нас рост товарооборота идет порядка 18-20%. Вот 2 года уже подряд. Это хороший показатель. Причем я скажу даже больше, что у нас наблюдается больше товароэкспорта в сторону Беларуси с Украины. Хотя в относительных цифрах, конечно, мы еще имеем отрицательное сальдо, но тем не менее продолжается. Вы правильно заметили, что наблюдаются новые сферы сотрудничества, в том числе нефтегазовые, о которой вы сейчас говорили. Это была презентация, сделана во время форума, что да, будем заниматься совместной разведкой, и, соответственно, и меморандум, и контракт был подписан на эту тему во время форума самого. Это было анонсировано. Есть также увеличение, еще открытие новых сборочных предприятий, белорусских машиностроителей, скажем так. Минский тракторный завод и Гомельский сельмаш будут начинать производство, открывать производство на площадках Днепропетровска, скажем так. Днепро называется, Южмаша. Днепропетровска уже нету. И в этом контексте очень важно тоже напомнить, что во время форума были подписаны еще соглашения между регионами, всего 13, и соглашения об побратимстве городов. И один из них, кстати, был соглашение о побратимстве между Гомелем и Днепром. То есть тоже символично, потому что Гомель-Сельмаш будет производить там, сборкой заниматься комбайнов в этом городе. Это здорово. И этих регионов мы подняли, большую работу провели по поводу, мы подняли все, что было до этого, подписание городов о побратимстве, соглашение о побратимстве городов, областей, регионов. Я очень рад, что в этот раз мы подписали действительно большое количество этих таких соглашений именно на межрегиональном уровне, между областями. А это не только экономика. Это и культурное сотрудничество, это гуманитарное сотрудничество, научное сотрудничество именно на региональном уровне. Я уже говорил об этом, еще повториться хочу. У нас идет процесс децентрализации. И это значит, что на местах в Украине появляются довольно большие средства свободные, которые регион по своему усмотрению, не только регион, но и отдельные громады, как мы говорим, да, люди, которые живут на местах, могут использовать для развития своего собственного бизнеса, своего собственного региона.
Конечно, на определенных условиях, но чтобы вы понимали, что общая порядка 52-53% сведенного бюджета Украины, эта цифра звучала просто, она находится в регионах, не в центре, не Киев распределяет деньги, что куда делать. Это сейчас все отдано на откуп, скажем так, регионов. Это дает большие возможности, но это повышает ответственность. Ответственность тех лиц, которые сидят и находятся конкретно в регионе, управляют этим регионом. И все претензии, которые могут теперь не к киевской власти, как раньше было, получите деньги, и вот, получили от Киева больше денег, сделай проект, не получили, не сделай. Теперь сам регион решает, что ему важно. Строить больницу, дорогу или завод в этом регионе. Вот таму менавіта, да, такі форум і вельмі важны. Светлана Галавач піша, што вельмі добра, што прашло такое мерапрыемства ў Доўске. Можа, хаця б праз такое мерапрыемства Украіны беларусы ўспомняць, што і ў Беларусі таксама быў галадамор. Дмітрий Пятроў пытаецца... По-русски питание, я его так и процитую. Как вы относитесь к размещению на юго-западе Беларуси ударных российских сухопутных групп постоянного базирования? Я, правда, не чул, я також не чул, поэтому я не знаю, откуда информация. Послушайте, значит, у вас есть союзный договор, есть соглашение в оборонной сфере. И то, что делает Беларусь в отношении вот таких оборонных, это дело Беларуси и как суверенное государство, с кем имеет отношение, какие системы безопасности себе строить. В конце концов, все это касается безопасности страны, в которой вы живете, и руководство, которое определяет, какие системы безопасности. Мы для себя видим, например, нашу систему безопасности в рамках НАТО. Это всем сказано, мы знаем, мы открыто декларируем, и я думаю, что в ближайшее время будет в Конституции это сказано. Поэтому, что касается, если угрозы для Украины в этом смысле, то есть, ну, еще раз говорю, что я не видел, не слышал такой информации, что именно российские группировки какие-то, да, то есть для нас Россия всегда это потенциальная опасность. Это, нужно четко это понимать. Но еще раз повторюсь, что я так, насколько я знаю, там находятся больше белорусские, в общем-то, войска и специальные силы специального назначения, но никак не российские. Я надеюсь, то, что во всяком декларируется белорусской стороной, это на самом деле так. Россиян там, кажется, нет. Хотя слово, что нас тут нет, мы по отношению и к оккупированной территории Донбасса, у нас уже стало злой шуткой это все. Да, понимаете? Это уже мемом стало. Да. Вернемся до форуму и докладней до перамоў кіраўнікоў двух краін. Яшчэ гады, по-моему, 2 ці 3 таму падчас сустрэчы Лукашэнкі і Парашэнка ў Кіеве прагучала намер стварыць у Беларусі украінскі канал. Ну, ці каб украінскі канал вяшчаў на Беларусь і гэтак далей. Зараз ізноўку гэта прагучала. Так все ж таки будзе украинский канал у белорусской сетцы вещания, ці не? Знаете, это очень важный вопрос, спасибо, что вы задали, потому что действительно тут у нас какая-то история, таким длинная история с опозданием, но она может помочь нам еще и решить вопрос другого плана. Когда мы знаем другого лучше, информируем, то не будет таких экспертных оценок, о которых мы раньше говорили буквально в вашей передаче, что там загрозы, какие-то не загрозы, потому что это рождается именно недопонимание, нехватка информации о том, что происходит в Украине и в Беларуси, и не всегда о том, что бывает в Беларуси и в Украине. Этот вопрос поднимался, правда. Дело в том, что я этим вопросом занимался с первого дня моего пребывания здесь, и мы вышли на понимание, мы вышли на подписание контракта, он фактически есть. Речь идет, еще раз повторю, о том, это речь идет о канале, который будет транслироваться в кабельных сетках Беларуси. Чтобы просто люди понимали. Так как, например, сейчас Беларусь-24 транслируется в кабельных сетках Украины. Практически во всех областях. По-моему, в 23 областях, если не ошибаюсь. Этот разговор стоял, контракты были подписаны. Единственное, ждали благословения государственных органов, скажем так, Беларуси, конкретно Министерства информации и прессы. И, как мне сказал последний раз по время встречи министр Александр Николаевич Карлюкевич, что, в принципе, главная перепона этому, это было то, что вы начали изменения в законодательство о средствах массовой информации, которые прошли все чтения. И вот просто все это, собственно, застопорилось, потому что, ну, есть какая-то логика в том, что нужно в соответствии с законодательством делать страны, которая это предполагается делать. Законодательство находится в стадии изменения, дополнения и так далее. Наверное, на этом этапе... Да, уже приняли этот закон. Ну вот сказали так, что мы приняли, а действовать начнет только с 1 декабря.
Ну, собственно говоря, эта идея прозвучала. Я тогда сказал, хорошо, если с 1 декабря у вас будет закон, значит, 2 декабря будет телевидение? Да. Но потом Так и запишем, да. я просто сказал прямо, я Петру Алексеевичу, президенту об этом сказал, и вот они обсуждали этот вопрос, и Петр Алексеевич на форуме заявил, да, что все, мы в декабре месяце ждем решения вопроса окончательно, позитивного, потому что все, что уже можно было сделано. Еще раз говорю, все технические вопросы, имеется подписание контракта, там оно есть, он есть предложен, он изучался обеими сторонами, согласовали. Операторы ждут, дайте нам разрешение, и мы готовы принять сигнал. Вот это уж я знаю, я небольшой техник, прямо скажем. Но вот что касается вот такого долгой истории, то я надеюсь, что в этом году, еще до Нового года завершится. Потому что кроме принятия законодательства, потом должна принять комиссия какая-то, комиссия собирается рассматривать вопрос в течение 2 недель, насколько я помню по закону. Ну, то есть вот так оно все происходит. Поэтому тут все идет в стадии таком. Но, как мне объяснили, еще раз повторюсь, изменения законодательства стали главным препятствием для того, чтобы начал работать канал. Закон принят, как вы правильно сказали, он вступает в действие, надеюсь, уже причины все исчезли, все. Ну, будем сподіватися. На заканчэнне мы сказали, что все ж таки и эканамічна стасунки вельмі добра развіваюцца, и сяброўскія стасунки, там культурныя, и гэтак далей. Тым не менш, вот на адносіны паміж нашими краінамі, як на афіцыйным узроўні, так і на чалавечым узроўні, як уплываюць вот всякие непрыемныя ситуации, шпионские скандалы. Тут беларусы нібыта КДБ украинского журналиста обвинуватели, там украинские СБУ нібыта беларусы за шпионаж зловили, постоянно проблемы узникают у украинцев, якія знаходятся у российских черных списах, и тут с белорусскими правоохоўнікамі нейкія проблемы. Того ж самого вядомага ўсім поэта Жадана, только згадать его проблемы. Я уже не кажу про Ирину Геращенко и проблемы яе. Как уплывают это все на наши отношения? Знаете, это наши отношения, мы должны решать их между собой, между Украиной и Беларусью. Эти вопросы решаются постепенно, хотя бы в том плане, что у нас в последнее время, таких случаев непонимания нет. Есть процедура, которая отработана. Мы понимаем, что у вас свои отношения с Российской Федерацией, у нас свои отношения с Российской Федерацией. Что касается наших взаимных відносин, то, конечно, немножко негативно впливает. Потому что вернемся тоже к вопросу о том, что вы задали по поводу заявления министра Климкина. Он как раз таки имел, наверное, в голове эти, так сказать, мысли, эти запамятовавшиеся негативные моменты, которые, но я не скажу так, на сегодняшний день, мне кажется, они не являются определяющими. У нас есть четкий алгоритм действий в таких случаях, договоренность, и мы этот алгоритм применяем, и он работает, самое главное. У нас проводились консультации и по конским вопросам регулярно проходят, у нас проходят консультации между спецслужбами, у нас проходят консультации между пограничниками, и поэтому у нас, я думаю, эти вопросы решаемы в нашем двустороннем формате. Единственная проблема – это то, что, к сожалению, Беларусь не всегда решает вопросы свои самостоятельно. И в силу того, что у вас подписано соглашение с той же самой Россией, по тем же самым спискам, вы должны все-таки какой-то оглядка делать по отношению к России. В нашем случае это проще. Поэтому мы хотим, чтобы эти вопросы решались на двустороннем уровне, как вы говорите, на уровне. И поэтому я думаю, что тут у нас, в общем-то, нет таких вопросов, которые мы не могли бы решить. Они решаются, идут навстречу друг другу, и эти вопросы решают. Единственное, что здесь нужно все-таки научиться говорить правду. Но нет потока оружия с Украины в Беларусь. И это должны смело заявить руководители пограничных служб. Что они сделали? Поэтому тут, опять-таки, тут нужно, главное, правильно информировать руководство выше о том, что на самом деле происходит. Игорь Юрьевич, у меня питание такое, технично-организационное. У вас еще есть час, бо просить у нас, может быть, еще третью частку размовы зробить, коли не, то можно, да? Можно. Добре, тогда мы перервемся зараз на невеличкую паузу, короткий выпуск новинок на Еврорадио, и вернемся еще до размовы с надзвычайным и полномочным послом Украины у Беларуси Игорем Кизимом, поговорим и про гэта нібыта транзит зброі праз украінска-беларускую мяжу і пра палітычныя пытанні, гэта выбары, якія будуць і ва ўкраіне в наступным годзе, і ў Беларусі таксама яны будуць у наступным годзе, як это адаб'ецца на жыцці нашых краінаў. Слухайце Еўрарадыё, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, студыі Ольга Міскевіч, кароткапраасноўныя падзеі. У Мінску развіталіся з вядомым кампазітарам, народным артыстам Беларусі Ігорам Лучанком. Ён памёр у панядзелак на 81 годзе жыцця. Сёння на жалобную цырымонію ў Цэнтральны дом афіцэраў прыйшлі тысячы беларусаў. Пахаванне пройдзе на маскоўскіх могілках сталіцы. На нашым сайце ў раздзеле культуры можете паслухаць музычныя хіты культавага кампазітара, а таксама можна паглядзець фота з жалобнай цырымоніі. Сёння каля 11 гадзіне ў Калінкавіцкім раёне адбылася аўтааварыя, у якой загінулі 5 жанчын. На 176-м кіламетры трасы М10 малакавоз сутыкнуўся з мікрааўтобусам Volkswagen. Усе загінулыя – гэта пасажыры мікрааўтобуса. Кіроўца мікрааўтобуса атрымаў траўмы, ён знаходзіцца ў рэанімацыі, а кіроўца МАЗа не пацярпеў. Мяркуецца, што прычынай аўтааварыі сталі складаныя умовы надвор'я. На аўтадарозе быў снег. Госць эфіра Еўрарадыё надзвычайны паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі Ігар Кізім, з якім абмяркоўваем, як прайшоў першы форум рэгіёну Беларусі ў краіне, які быў адметны не толькі колькасцю заключаных на гандлёвых кантрактаў, але і сустрэчы кіраўнікоў дзвюх дзяржаў. Нагадаю, што 26 кастрычніка Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели у Гомеле двухбаковые перамовы. Проблема была наполнение этого форума, и там проблема больше всего была собрать именно делегации с регионов собрать. Довольно сложно. У нас 25 областей, и собрать вот эти делегации, как-то скомпоновать и сделать форум действительно наполненный, насыщенный какими-то контрактами, какими-то событиями, соглашениями. Вот это была главная, наверное, проблема. Потому что в Беларуси немножко легче это делать. Но, во-первых, хотя бы потому, что здесь только 6 областей у вас. Падзяліўся сваімі ўражаннямі пра арганізацыю буйнога мерапрыемства украінскі пасол у Беларусі Ігар Кізім. Таксама Ігар Кізім заявіў, што няма плыні зброі з Украіны ў Беларусь. Ольга Міскевіч, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І наш сённяшні госць – надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі Ігар Кізім. Ігор Юрьевич, я вернуся да пытання украінскага канала у беларускім тэлевізары, скажем так. Тэхнічнае пытанне хацелася б, можа быць, вы ведаеце. Таму што, калі толькі пачалі гэтыя размовы, я не адзін раз звязваўся з тагачасным кіраўніком першага канала Украіны, і мы гаварылі, што хутчэй за ўсё будзе першы канал транслявацца сюды ў Беларусь. На сёння вызначана, сігнал будзе ісці, але што мы па гэтым украінскім сігнале убачым? Якія праграмы, які канал? На этот день, на этот момент у нас есть четкие, во всяком случае, готовые договоры. Это у нас есть платформа UA-TV. Это у нас международное телевидение, которое вещает на 3 мовах, на 3 языках, на русском, на украинском и на английском. Она в некоторых странах Европы транслируется. Собственно говоря, мы не стали какой-то продукт или новый канал делать, потому что у нас не так много государственных каналов, которые можем запустить. Что касается, это государственный канал, который будет, это платформа украинская, которая будет рассказывать больше, так сказать, о самой стране, о позитиве. Там не будет таких, знаете, дебатов, которых, я думаю, белорусская публика не готова к таким дебатам, которые у нас на 112 канале или на прямом канале, который сейчас, или там на другом. Это канал не пропагандистский, скажем так. Я хотел бы это сказать. Это канал, который будет пытаться объективную информацию о событиях, которые происходят в Украине. Там будет и новостной блок, там будет и культурный блок больше, там будет такая информация об самой Украине, что сейчас Украина есть с точки зрения и культуры, и туристических мест, скажем так. Что называется, продает имидж Украины позитивный на международном медиарынке, скажем так. Я знаю, понимаете, вопрос ведет наше министерство, но то, что последними было, именно этот канал был готов подключиться уже в феврале месяце еще. До того, как начали изменения в законодательственности, когда идея появилась, они были готовы это сделать, они приезжали сюда, контрактом, приезжали директор канала, заместитель министра приезжал, госсекретарь, и они были готовы этот канал подписать. Но я в силу тех причин, которые я сказал, он не был подписан. Как сейчас будем разговор? Пока я новых не слышал.
Я знаю, что и не в посольство пришло несколько заявок от операторов здешних, белорусских, с готовностью, и, кроме тех, которые были, уже взять этот канал и работать с ними здесь в определенных телесетях. А ваше вот асабістае меркаванне як гледача, канал цікавы, ён варты таго, ён зможа канкураваць з тымі самымі расійскімі НТВ і гэтак далей? Не, ну, смотрите, что значит конкурировать? Если вы показываете здесь в эфире там вечера с Соловьевым, там, или там, ну, до недавнего времени там Норкин был, который вообще, по-моему, никакого уважения к Беларуси не проявлял. Но дело не в этом. Дело, вот эти каналы, это не те каналы, которые, знаете, вот дебаты и только показывают, что там разрываем вот, мозг всем нашим слушателям, как там, что происходит. Всех в ядерный попел. Всех, кто, да. Слушайте, давайте наконец вернемся к тому, что все-таки позитивно у нас есть. Если посмотрите информационные каналы российские, что они говорят про Украину, ни одного позитивного момента нету. И даже то, что у нас безвизовый режим с Европы, это плохо. Это все сейчас уедут и будут это самое. А ведаете, коли поглядеть российские каналы, так такое уражение, что Россия из усіх боков Украины окружена. Мне кажется, только украинские проблемы интересуют Россию. Хотя у самой там, извините, если пойдете в глубинку, вы найдете там столько проблем, что нужно решать свои вопросы в России. А они так обсуждают, главная проблема, что вот Украина для всей России прямо стала каким-то таким, знаете, как еще в самом начале говорил наш премьер-министр, вы нас оставьте, мы сами разберемся, что у нас происходит. Вас не было, мы давно все вопросы решили бы уже. Это правда. И то, что сейчас они прошлое воскресенье провели эти фейковые выборы, которые идут вообще вразрез со всеми логикой Минского процесса регулирования, то они считают это правильно. Пользует это не какой-нибудь один вред. И тут же они заявляют, что они полностью віддані, как говорится, этому Минскому процессу и так далее, и так далее. Ну, послушайте, очевидно, что это сделается для того просто, чтобы отдалить решение проблемы. А ну как ее не решить? В рамках и в логике Минского процесса. Все осудили этот, включая ОБСЕ сразу на заявление экономической группы, еще когда только было заявление. Европейский Союз, все осудили, одна Россия поддержала, сказала, это хорошо. Послушайте, но нельзя бороться со всем миром. А тех, кто старше поколения, мы это проходили уже во время Советского Союза. Поэтому не надо повторять те же самые ошибки и наступать на грабли 2 раза. Не пройдет это. Но нельзя бороться с всем миром. Вернемся до так званого транзиту зброі праз украінска-беларускую мяжу. Пасля таго, як кіраўнік Беларусі зрабіў такую заяву, мне атрымалася пагаварыць з дзяржаўным сакратаром Савета бяспекі Беларусі Станіславам Засем. Я ему задаў тое ж самае пытанне. Так што, ёсць страшная праблема, зброя цячэ? І ён кажа, ну да, вот ёсць, да, вот такія выпадкі ёсць. Праз колькі дзён я это ж пытанне задаў старшыні пагранкамітэта. І ён уже больш так вот, как бы, ну вот здараецца, але не тое, чтоб это ўжо вельмі страшна. Ўсё ж таки, ёсць і нема. І хто вінаваты ў тым, што калі гэта ёсць, то што зброя яна трапляе некуды. Украінскія памежнікі не дапрацоўваюць, беларускія прапускаюць, ці ёсць нейкія тайныя тропы, нейкія бандфарміраванні цэлыя, якія зброю ту перавозяць. Ну, я, помните, может быть, когда я только приехал, у нас была тоже размова, и я был удивлен там прорывами джипов с оружием, вы помните. Ну, джипов, конечно, не нашли. Вообще удивительная вещь, когда я какие-то запросы делал официальным органам Беларуси, таким, как Министерство внутренних дел, там, мне как-то ответ как-то либо не приходит, либо приходит абсолютно невнятный. Но это другая тема. Давайте возьмем этот конкретный случай, как это прозвучало. Прозвучало это тогда, у кого-то в Гомельской области, у кого-то в доме, нашли какой-то арсенал оружия, человек, который... И почему-то, ну, это тогда докладывал, по-моему, министр внутренних дел, Игорь Шуневич. И после этого почему-то возник вопрос, откуда это оружие взялось, и фраза прозвучала такая, ну, у нас в складах в Беларуси все на месте. Ну, хорошо. И тут же звучит фраза, значит, все с Украины. Подождите, давайте разберемся поэтапно теперь. У нас существует совместная комиссия между Пагранкомитетом вашим и нашим. У них производятся совместные рейды, совместные мероприятия. Они в режиме онлайн обмениваются обо всех случаях нарушения границ, а тем более переноса, перехода оружия, какого-то не было, значит, скажем так. После этого случая, когда прозвучало, я сразу запросил наш Пагранкомитет, дайте мне всю информацию о том, где случаи были затримки оружия на границе, проход и так далее, и так далее. Мне дали его. И в этом протоколе было написано, по цифрам не буду говорить, что в основном были такие случаи, но не в пользу Беларуси. Если говорить точно, то проходили некоторые оружие, даже больше поступало. То есть что поступает, что имеется под оружием, чтобы просто правильно понимали. Это охотники ходят с охотничьими патронами, вот вам сброя.
Понимаете, это речь не о нарезном стволах идет, не в автоматах, не о гранатах, там, не каких-то запалах и так далее, и так далее. Это первый вопрос. И что самое главное, у нас, слава богу, пограничники сотрудничают очень хорошо. Я действительно благодарен и господину Лапо, который это делал, и нашему, которые абсолютно адекватно относятся к тому, что происходит на границе. Более того, они встречались в Бресте, 2 руководителя служб, и четко было написано, что нету устойчивых каналов трансфера оружия ни с одной, ни с другой стороны, нет. Это было заявление сделано так. Поэтому я не знаю, может быть, оно прозвучало потому, что когда докладывал министр внутренних дел, что где-то оружие задержано, может, так еще какие-то спецслужбы, может, оно не совсем корректно прозвучало. Граница у нас охраняется очень хорошо. Хотя бы потому, что сегодня Украина – это воюющее государство. И оно как оттуда, как туда не может. И кто протил кордон, вы знаете, насколько, как у нас прискипливо, как тщательно осматривается, производится. И нашим, причем и вашими тоже. Вот кто проходил через границу любую, да? С другой стороны, и тут есть какая-то логика в этом тоже, что это оружие как бы с Украины. Если взять Донецкую область и Луганскую, которые не подконтрольны части, отдельные регионы, Луганской и Донецкой области, которая не подконтрольна правительству нашему законному, она временно оккупированная территория у нас считается. Конечно, между теми регионами области, Донецкой и Луганской, и Россией, там границы нет. Границы там входит оружие и туда, и сюда, и так. И там очень действительно проблема, никто не контролирует, Россия не контролирует, завозится куча оружия, которое стоит проблемы, боеприпасов и так далее. Они, может, бесконтрольны, там, эта граница не контролируется, и это все может через Россию попадать, опять-таки, неконтролируемую границу между Белоруссией и Россией, которой нет границы у вас. Нет там постов. Как она осуществляется это, сейчас между Белоруссией и сухопутной границей, это прозрачная абсолютно граница. Может быть, таким образом заводится оружие украинское. Докажите, что это украинское оружие, но оно только там может пройти. Там надо думать, наверное, о укреплении кордона между Белоруссией и Россией в данном случае, но никак не нашего кордона, и обвинять, что наши какие-то трафики, которые не контролируются между Белоруссией и Украиной на границе. Вот мне иногда даже было не совсем было неудобно за наших пограничников, которые действительно очень ответственно сотрудничают между собой, составляя протоколы, проводя совместные рейды. И такая прозвучала фраза, которая немножко меня покоробила, скажем так. А вот что касается контроля, границы контроля между Беларусью и Россией, вот тут у меня возникают очень сомнения большие. Я до сих пор не могу понять, почему здесь, на территорию Беларуси, приезжают номера машины с номерами Луганской, так называемой Луганской Народной Республики. И почему МВД их не останавливает, не арестовывает, не знаю. Они ездят, паркуются, я эти фотографии показывал и писал ноты соответствующие Министерству внутренних дел. Вот это проблема. Контроля на границе между Россией и Беларусью, наверное, больше, чем контроля границы между Беларусью и Украиной. Еще раз повторяю, которая хорошо охраняется с обеих сторон. А то, что было сказано в контексте укрепления границы, это нормальная практика. И вы, и мы делаем границу такую, которая должна существовать между двумя суверенными государствами. Независимо от того, какие у нас отношения. Потому что понятно, что граница делается для того, чтобы не допустить нелегального перехода кордонов, нелегального провоза не только оружия, но и других товаров, контрабанды, трафика, наркотиков и так далее. Все мы это защищаем, каждую свою границу. И я еще раз скажу, я не хочу сказать, что это большой пример. У нас граница так на замке, что называется. Но, тем не менее, сотрудничать очень хорошо. У нас работает демаркационная комиссия. Мы наконец-то приступили к этому. Будут размежевания эти, все как должно между двумя суверенными государствами. И здесь вот этот трафик, я думаю, просто, например, абсолютно надуманная. И если есть какие-то конкретные факты, давайте разбираемся. Более того, если у нас конкретный механизм этого разбора, у нас существует в законодательстве прописано, как нужно реагировать на случаи, когда где-то задерживается оружие. Одна сторона информирует другую, составляется совместный протокол. Это в режиме почти что онлайн информируется, понимаете? Поэтому тут вот эти, когда прозвучали заявления, я немножко был удивлен, действительно. Более того, у нас в посольстве есть специальный человек, который ответственный за работу между погранкомитетом, представитель погранкомитета, погранслужбы Украины. Он контактирует с вашими пограничниками в режиме тоже телефона. Эти вопросы решаются сразу и быстро. Ну да, тым больш, што потым оно прайшло такое ўдакладненне, што але большасць этой зброі, она как бы украинская, але ідзе праз Россию. Не, подождите, скажите, почему украинского, скажите. Если автомат Калашникова производится в России, в Советском Союзе, точнее, производился, он есть везде. И то, что если на складах в Беларуси все оружие находится, как было сказано руководителем государства, на местах, то это совсем не значит, что оружие, которое пришло сюда дополнительно, оно с Украины. Ну, это, знаете, вот просто, смешно. И поэтому я думаю, что все-таки здесь надо в каждом конкретном случае разбираться. Но еще раз, здесь нужно исходить из того, что руководителями двух пограничных служб четко было заявлено в Бресте, что устойчивых каналов поставки оружия
и туда, и сюда, их нет. А те случаи, которые, вот недавно совсем случай был, тоже был в прессе, был, что, ну, кто-то проехал там где-то, охотники, что наши, там же все ездят, да, он забыл там вытащить 3 патрона какое-то, уже как приоритетное оружие, приоритет боеприпасов и так далее, и так далее. Тут очень трудно говорить, но над этим работает это совместное. Ну, нет специально установленных каналов поставки сюда оружия. А если они нелегально завозят, это нужно смотреть по всем границам, не обязательно только с Украины все идет. Зразумела. До речі, от ситуація ми узгадували вже з українським громадянином Павлом Шаройко. Вот на сегодняшний день какая ситуация? Я хочу сказать, что, знаете, у нас это отдано уже в сферу деятельности наших спецслужб. Я, к сожалению, не могу комментировать, потому что, во-первых, меня они везде на все посвящают в силу специфики вопроса. Вот. И поэтому мне трудно что-то сказать об этом. Но на данном этапе, насколько я понимаю, идет суд над таким же похожим, значит, случаем в Украине. Хотя не связывают эти две вещи, но моя позиция, что с самого начала это дело было, в общем-то, надуманное и не стоило никакого, значит, затевать это все, потому что, по большому счету, то, что даже было взято с поличным, хотя я поличного не видел в отношении Шаройко, он признал, конечно, все, я понимаю, не буду говорить, какие там испытывает человек чувства, когда пребывает, там, может, какие-то другие доказательства есть, но в чем я больше всего уверен, сейчас я так посмотрел эти материалы, которые якобы тот кому-то передавал, все-таки, опять, я понимаю, что у нас война с Россией, то те материалы больше касались даже России, скажем так, нежели Беларуси. И какой еще Беларуси, национальной безопасности Беларуси был нанесен. Тут я, в общем, буду дискутировать долго. Но факт состоявшийся, факт, человек осужден у вас. Вот, и поэтому идут специальные разговоры между спецслужбами. Ну, к сожалению, я больше не могу сказать, потому что посольство к этому уже не долучается, как говорят у нас. Наша функция посольства – это то, чтобы проведывать его, смотреть его условия содержания. Наш консул имеет доступ, он встречается периодически с ним. Его жена приезжает сюда к нему тоже на свидание. Вот. Ну, и получается, что это то, что можно сейчас вот по этому поводу сказать. Вопрос на контроле руководства страны, и вашей, и нашей. Поэтому, я думаю, это пускай решают уже спецслужбы, это их уже парафия. Ну і на заканчэнне. У наступным годзе ва ўкраіне будуць выбары. І прэзідэнцкія, і парламенцкія, як я разумею, да? Чаго чакаеце і як амбасада будзе браць удзел у гэтай вот у выбарчай кампании, скажем да, так? Дима, спасибо, что дали вопрос, это потому что у нас именно как участвовать. У нас на территории Беларуси мы где-то считаем порядка 10 тысяч украинцев, которые могут проголосовать за выборы, за президентские выборы, за выборы президента, которые состоятся в конце марта в Украине. У нас есть избирательные участки в посольстве и избирательный участок в Бресте, где консульство находится у нас тоже. И эти две точки, которые главные будут по приему выборцев, которые могут взять участие в этих выборах. У нас создана соответствующая выборная комиссия, она сейчас создается еще, это граждане, это украинцы, но которые проживают постоянно в Беларуси. Сейчас работа идет по уточнению списков, поэтому я бы обратился ко всем слушателям, кто имеет право брать участие в выборах, уточнить свое место проживания, чтобы бюллетень попал туда, где он живет, был зарегистрирован постоянно на временный консульский учет, чтобы иметь право выбора. А сами выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством. Я не буду тут какие-то заниматься каким-то там предсказаниями, кто кого и как победит, и что там будет выиграть, не выиграть выборы. Кампания на самом деле только началась. Из тех кандидатов, которые сейчас уже задекларировали свое желание избраться президента, они проводят кампанию в соответствии с законодательством. Поэтому посмотрим, что выйдет. Мы надеемся на лучшее. Одно точно знаю, что кто бы ни выиграл на этих выборах, любой победитель продолжит курс на евроинтеграцию и на евроатлантическое сотрудничество. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння быў надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі Ігор Кізім. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё.